Пасха – один из самых светлых и радостных православных праздников. Один из главных праздников в году, знаменующий воскресение Иисуса Христа. Пасхи начинают готовиться задолго до ее прихода, как правило, за 2 месяца. Это время предназначено молитвам, воспоминаниям, очищению души и тела. Так и в Амге к Пасхе готовится заранее. По древней традиции красить яйца, пекут куличи. Традиция красить яйца к Пасхе такая же давняя, как и сам праздник. В разных семьях свои секреты украшения пасхальных яиц. Замуж вышла за русского. Раньше такого вообще не знала. Ну вот как вышла, и вот узнала, что такое Пасха, что красят яйца. И ради интереса, вот даже детям очень интересно красить. Постоянно вот дети маленькие были, постоянно красились. И это, хоть и дети выросли, но эта традиция как бы осталась. В основном покупаем с магазина вот специальные краски. А так с луковой шелухой никогда не делали. Вот специальными красками сейчас много всяких разных вот наклеек, красок. Их покупаем, делаем. Пасхальные яйца символизируют новую жизнь. Она связана с Марией Магдалиной, явившейся к римскому императору Тиберию, чтобы сообщить о воскрешении Христа. В Римской империи, когда правил император Тибериан, была женщина одна, Мария Магдалина. Ей явился Иисус Христос после воскрешения, первой. И она вот принесла яйцо, оно было у нее белое, и когда она сказала императору «Христос воскресе», яйцо у нее стало красным. Это доказало, что действительно Иисус Христос воскрес. И с тех пор вот такой вот обычай сохранился – красить яйца. Если ты веришь, что Христос воскрес, вот мы и веруем и красим яйца. И вот по-разному, разные поделки делаем Пасхи. Это забавные поделки делает Ксюша у меня. Вот и вербочку она тоже сделала своими руками. А вот вербное воскресенье освещают, конечно же, вербу. Собираем вербу немножечко и в храме обычно освещают. Но у нас, конечно же, батюшка приезжает раз в год или 2 раза в год. Вот сами собираем. Женщин нам привезли из храма освященную вербу. Куличи и творожные пасхи – это еще одна из традиций, пришедшая из глубины веков и символизирующая праздник. Издавна хозяйки соревнуются в мастерстве приготовления лакомств, рецепты которых многие хранят в тайне, передавая из поколения в поколение. По традиции куличи пекли в каждом доме. У всех рецепты свои секреты, каждый стряпает по-своему. Так, поэтому вот после опары молоко, дрожжи мы добавили растопленное масло, натуральное масло. И, сначала яйца. Взбиваем яйца с сахаром и потихонечку вливаем в опару. И все это взбиваем. Потом добавляем сливочное масло растопленное, ваниль обязательно для вкусового качества и изюм. Изюм – это по традиции зародыши, изюм, ягода этого жизни. И все это взбиваем, взбиваем скалочкой и ставим в теплое место. Вот оно поднялось, уже 2 раза поднялось, да? Вот я его выкатываю сюда. И вот так смазала. У нас формочки вот не подготовили мы, конечно, вот что есть, вот это. Все это как, что попадает под руку. Вот кружка, например, да, эмалированная, очень хорошая. Мы ее смазали маслом, лист смазали. Вот в этой чаше попробуем. У нас формы нет, оказывается, специально для кулича. И вот сюда положим часть вот этого нашего, вот оно наше тесто. Немножко прилипает. Изюм, молоко, вот такой вот делаем кулич. И сюда и вот его опускаем. А это у нас еще бабушки же нас еще, это все нас учили. Это такой праздник был великий. Казалось, вот, это сюда поставим, и остатки вот попробуем положить в кружку. Я приехала сюда по направлению в 1976 году. Конечно, ту Амгу не сравнить за 45 лет. Было 45 лет, вот как я здесь обосновалась, замуж вышла, пустила наши корни. Корни стали Кулевы. Кулевы. Вот Наталья Семеновна старшая невестка. 3 брата Кулевых. Марина Викторовна средняя невестка.
И я самая младшая, вот получается. Три брата, три невестки Кулевых. Династия Кулевых. Вот. Украшают еще просто сахарной пудрой, вместе взбивают с 2 ложками молока. Такую глазурь делают тоже. Это быстро тоже смазывают и посыпают. Ну, каждый украшает свои секреты, я еще раз повторюсь. Поздравляете вот праздник Пасхи? Ну, ага, обычно мы все начинаем, вот соседи поздравляем. Ага, Христос воскрес, они нам отвечают, дети идут к ним, их дети к нам идут. Сейчас внуки сейчас все ходят. Наши дети уже большие, да. Ага. И вот бьются яйцами, они у кого, кто у кого разбилось, тот кушает. Тот яичко это кушает. Мы очень празднуем всегда. Делаем куличи, стряпаем, красим яйца, делаем творожную Пасху. То, что есть, то и есть у нас. Пожалуйста, попробуйте нашу еду, куличи, которые вот постряпали сегодня. Вчера, да, постряпали. Чистый четверг стряпали. А чистый четверг Чистый четверг, вот, это, конечно, уборка у нас. Чистый четверг, да. Уборка у нас, вот все ненужное, мы стараемся, это вот уже бывает, что-то, ну, сортировка всей одежды, все, что не нужно, мы сжигаем, утилизируем по-современному. И вот, конечно, моем стены, все в шкафах, все убираемся. Чистоту наводим, наших мужчин радуем блеском своим в доме. В этом году главный праздник православия отметили 24 апреля. На Пасху верующие вспоминают воскресение Иисуса Христа из мертвых. Любовь, доброта и вот поддержка друг друга – это самые главные вот такие ценности, да, которые должны быть. И вот мы стараемся, как на всех праздниках, Рождество Христово, Пасха, встречаться. И вот самое главное, что мы, когда встречаемся вот в нашем храме, мы молимся, конечно же, и, конечно, поддерживаем дружеские отношения и стараемся помочь нуждающимся. Вот самое наше главное, вот это заповедь Божия, да, любите друг друга, любите всех, да, и жалейте всех. Вот такая заповедь. И мы придерживаемся этого. Но если сказать, у всех православных должен быть, конечно, красный угол, у всех есть иконы, и все понимают, да, что вот сейчас говорят строгий пост. Но я хотела бы сказать, что строгий пост и вообще пост, что это такое? Это не желание другому человеку зла. Самое главное, удержи свой язык от зла. Никому не желай зла. Делай добро. Самое главное вот, в посте это себя придерживай, не говори ничего. Придержи свой язык, да, и вот остальное вот это, говорят, конечно, придерживаться надо вот это от мяса, да, или от сладостей. Но, конечно, потому что если круглый год можешь кушать мясное, да, это тоже на здоровье отразится, конечно же. И поэтому вот каждый человек должен думать о своем здоровье, да, и поэтому где-то рыба, где-то что, да, где-то каши. Каши очень полезно, очень полезно. И вот мы тоже стараемся кашей питаться, но, как говорится, и мясо тоже кушаем, мы потому что якуты, наша, это исконная пища, да, но вот Амгас Лобода это исконно якутское и русское поселение, да, оно основано в 1652 году сыном боярским Богдановым, 6 казаками, Митрофаном Швецовым, Тенькой Дорониным, Марком Фонарником. Это все знают, да, Слобода, это когда приехали пашенные крестьяне, и здесь они пытались засеять, у них получилось, они засеяли пшеницу, потому что это очень было трудно в то время, когда не было дорог, ничего, да, везти из Сибири пшеницу, муку. И вот у них получилось. Я сама вышла замуж за Бектеева Николая Александровича, да, он потомок вот Швецовых, Митрофана Швецова, который был казаком, сюда приехал. Вот дочка моя здесь, Ксюша, да. Старшие мои дети, Анастасия, она вот в городе работает. Они уже все взрослые, старшие. Вот моя младшая дочь, Ксюша, она учится во 2 классе. И хотела сказать вот, что потомки пашенных крестьян здесь очень много в Амге. Но и они все помнят и сохраняют свои традиции. И вот мы, когда встречаемся на Пасху, говорим «Христос воскресе!» И нам отвечают «Воистину воскресе!»
Ксения Бектеева еще с малых лет с мамой ходит на все православные праздники. Как говорит Ксения, ей больше нравится праздник Рождества Христова. Ну, обычно куличи с яйцами. Я крашу яйца, мама делает куличи, потом украшаем вместе. Ну, мы с мамой ездили по Святой Земле, много храмов видали. Не остался незамеченным этот праздник в детском саду «Радуга». В старшей подготовительной группе в рамках проекта «Потомки амгинских пашенных» прошли мероприятия, где ребята познакомились с пасхальными традициями и обычаями. Дети с удовольствием спели пасхальные песни и прочитали стих. Что такое Пасха? Пасха – это когда яйца красятся. Пасха – это праздник. Какой праздник? Который там украшают яйца. Светлый праздник, да? Да. Красивый. Как он называется? Пасха. Пасха, да? Кто Светлая Пасха. Кто ожил? Кто ожил? Иисус воскрес. Иисус воскрес, да? Правильно? Споем песню? Споемте песню? Пасху радостно встречаем, мы поем Христос воскрес. Мы все дружно отмечаем, Он воистину воскрес. Он воскрес, Он воскрес, вторя нам луга и лес. Он воскрес, вторя нам луга и лес. День за днем проходят годы, и под куполом небес воспеваем все народы. Он воистину воскрес, Он воскрес, Он воскрес, вторят нам луга и лес. Он воскрес, вторят нам луга и лес. Наш проект называется «Потомки амгинских пашенных». Это такой проект, и в рамках этого проекта у нас идут такие вот народные праздники. Мы каждый год их встречаем. Это Масленица, это Рождество. Но Рождество у нас всегда чередуется с Танхой. И вот Пасха. 3 праздника. Ну и национальный праздник Исех у нас всегда идет. Вот так как вот мы являемся потомками амгинских пашенных, все наши традиции, все наши культурные все сохраняются у нас. Мы им доносим, что за праздники. Но если взять с моего детства, я помню, моя мама была она себя считала пролетаркой, сильно так она не верила, а отец вообще был атеист. Но бабушка, она была ближе, она была же переселенкой, потомок переселенцев. И она всегда справляла эти праздники. Масленицу она всегда утром встает, блины всегда были стопочкой у нее, и мы все знали, что это Масленица пришла. И вот Пасху. Сердилась так на моих родителей, что они не верят. Но это все равно, в общем, готовила, яйца варила. И, варила она в чем? Вот чай же есть такой, красила. А раньше краски не было. Она красила в чае и в шелухе луковой. Коричневые яйца всегда были у нас на столе. На столе. И она утром сразу встает и говорит: «Бүгін Христос воскрес!» И мама с комнаты говорит: «Воистину воскрес!» И она тогда успокаивалась и уже пошла, идет на свои, там в хатон уходит работать. И мы выходим, и вот видим полное
миска яиц таких крашеных. И это оладушки бивали, и ватрушки. Вот такие вот эти. Пасхи, конечно, не было, она не делала. А именно вот ватрушки творожные. И вот этот вот с детства осталось у меня. И я вот тоже своим также прививаю дальше. А как сейчас вы справляете? Тоже так же, как бабушка мне. Я всегда крашу яйца, я всегда стряпаю блины, я всегда эти праздники всегда отмечаю. И детей всегда вот детям рассказываю, что это вот такой праздник есть у нас. Ага, вот такой вот детям тоже нашим, что он воскрес на третий день, Христос, и поэтому у нас праздник Пасха. В ходе проекта в группе была организована выставка, в которой приняли участие родители и педагоги. Каждый год тематика меняется. В этом году у нас пасхальные яйца. В прошлом году у нас были куличи. Все это делается не из натуральных, ну, могут и из натуральных принести, но это делают люди и из бросового материала, или вот такие вот поделки, например, да, бумажные. Вот посмотрите, как здесь сделан. Из киндер-сюрпризов яйца тоже вот родители сделали, да. Это да, как бы мы проводим неделю перед Пасхой, делаем неделю народного искусства, там народных праздников, традиций, да. И вот эта вот традиция у нас каждый год. Это вот из, посмотрите-ка, здесь у нас и вот из ячеек, да, ну чуть-чуть там покрасили, видите, как фантазия играет, да. Здесь у нас петушки как бы сидят и караулят свои яйца, да. Вот, посмотрите, вот вербные, например, вот из вербных этих веточек сделали родители. Посмотрите, из простой бумаги, какую можно, как бы гнездышко сделали, а яйца вот покрашены под совушек. Например, вот вроде бы простая бумага, а смотрится, смотрите, совсем по-другому уже, да? Или вот тоже очень интересная задумка тоже, да? Это у нас проводится каждый год под руководством Татьяны Гаврилевны. Проект у нас такой есть. И вот эти вот все праздники мы вот отмечаем всегда. Масленицу у нас было развлечение очень хорошее, широкое такое, да. Дети принесли блины, и здесь у нас в саду тоже блины испекли. Это приходила сама весна, прощалась. В общем, короче, масленица была. А зимой, после Нового года, у нас был праздник Рождество. Рождественские вечера были, да, тоже там показывали сказки друг другу, вечера гадания проводили. Это детям все интересно, и мы как бы прививаем им любовь к своему родному краю, да. И вот сейчас у нас после майских праздников пойдет подготовка к ИСЭХу, теперь к Якутскому национальному. Вот так вот к каждому национальному празднику у нас идут такие мероприятия широкие. Это у нас ежегодно. Все православные праздники отмечают и в Амге. В часовне общины православных проводятся церковные праздники и богослужения. Это вот, если говорить что о религии, да, то я думаю, что православие – это самая правильная религия. И не зря, наверное, князь Владимир в Древней Руси, когда был, да, привел именно Русь именно к этой религии. Потому что я читала в истории, что он изучал многие религии. И пришел именно к этой, и принял решение именно на Руси пусть будет православная вера. И он пришел и крестил все народы, и все вошли в реку, и их в один день крестили, да. Это мы все знаем, это был 988 год. Ну и с тех пор Русь крестилась.
И если мы говорим, что вот некоторые незнающие люди говорят, что это русская вера. Ну да, конечно, это русская вера, потому что это 988 год, но ведь и русские пришли к этой вере, это не у них было, они принесли эту веру, да? Это князь Владимир принес эту веру на свою родину, да? Это чтобы люди спаслись. Ведь князья, наши вот, которые правители, которые у нас есть, они же хотят, чтобы народ спас, чтобы спасти народ свой. Ага. И вот я считаю, что каждый человек приходит к этой вере сам самостоятельно. И когда, это я не знаю, когда вот у кого-то в детстве, может быть, даже созреть. Вот я читала, много было иноков, да, которые уходили прямо вот в монастырь, даже вот в таком детском возрасте, юношеском возрасте. Вот я не знаю, что их могло подвинуть, но я думаю, что состояние души, это состояние души, и это воспитание в Древней Руси, ведь очень много было, и все почитали своих родственников, да, родителей, мать и отца. И это все было как традиции сохранялось. И вот это послушание родителей и ведет, мне кажется, вот этому такому иноческому, монашескому подвигу. Вот никак это иначе не объяснишь. У нас в МГ, ну, если считать, что эта православная вера пришла с русскими, да, вот в Амгу-Слободу, то было, я считаю, что если покопаться в истории, да, то наши предки наверняка все были крещены, потому что здесь у нас велась церковно-приходская школа, и церковь вела архивные данные, кто здесь живет и какой род. И там записывалось все. В архиве все записи именно церковные идут. И по этим данным, думаю, что вот все были крещены, наши предки, бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки, да. Но вот со временем советской власти, когда уже отрицалось, что вот нету Бога и все такое, да, и после этого, видимо, люди, конечно, не были крещены, но их-то предки были крещены. И в вере все равно люди приходят сами, но вот у нас в МГ достаточно большое количество крещенных, да. Но община наша, конечно, действует. И есть постоянные, которые приходят, потому что есть и в городах, и в других городах есть общины, да, но там же тоже в городах очень много православных, правильно, да, и не все же туда приходят, но и вот у нас тоже общине есть очень поддерживающие люди, такие вот ответственные, у нас все делится, вот кто ответственный за богослужение, кто ответственный за уборку в храма, кто за остальное, вот такой вот. Все ответственные. И когда приезду священника из города, мы все собираемся и начинаем всю уборку, всю чистку, да, и какие вот проблемы у нас есть. И вот готовимся, и проводится тут литургия. Литургия тут проводится летом, конечно, вот, потому что у нас храм-то неотапливаемый. Летом хорошо, у нас вот по воскресеньям стараемся собираться. В день великого праздника прихожане прочитали канон в часовне святого благоверного князя Александра Невского и организовали крестный ход с пасхальными песнопениями. Звоном колоколов выразили торжество в часовне. Услыши мя, волми глаз умоления моего, в них да воззвать тебе к тебе, услыши мя, Господи, да исправится молитва моя, я как одела пред тобою, сделня руку моею, жертва вечерняя, услыши мя, Господи, благословен неси Христе Боже наш. Во гробе живот даровав. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ. Иисущим во гробе живот даровав. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ. Иисущим во гробе живот даровав. Также в этот день православные христиане села Амга по традиции осветили куличи и яйца, накрыли богатый стол с угощениями.